Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем разговор о жизни и творчестве абазинского поэта Керима Леонидовича Махце. И сегодняшнюю нашу встречу мне хотелось бы посвятить тому, как сложилась судьба поэта после его смерти. Итак, 12 апреля 2001 года рано утром от обширного инфаркта скончался поэт Керим Махце. Почти сразу после этого по телевидению Карачаево-Черкесии прошел телеочерк журналиста Георгия Чекалова «Мое сердце останется после меня». Спустя немного времени после того уже другой документальный фильм под названием «Звезда, погасшая в полете» вышел на экраны телевидения. Автором второго документального фильма стал сын поэта Артур Махце. К первой годовщине смерти Керима Леонидовича с целью увековечивания его памяти на доме в Черкесске, где он жил, и в школе аула Новокувинск, где он учился, в начальной школе, были вывешены мемориальные доски. Исходя из того, что лучшим памятником для писателя являются его творения, группа представителей абазинской интеллигенции к первой годовщине кончины Керима Махце подготовила рукописи 3 томов его сочинений. Они вобрали в себя все поэтическое творчество Керима Леонидовича, в первую очередь стихи, которые вошли в его прижизненные книги, стихи, которые были опубликованы на страницах Абазинской национальной газеты, но не вошли в его книги. Помимо того, стихи, наброски, отрывки из рукописи Керима Леонидовича, оставшиеся в архиве. Помимо того, свое представительство в этих подготовленных 3 томах нашли и публицистические произведения Керима Леонидовича, его переводы с абазинского на русский язык лучших представителей абазинской поэзии, также переводы Керима Леонидовича с абазинского на русский язык. Эта работа была выполнена, но из-за отсутствия финансовой поддержки данный замысел пролежал несколько лет. Лишь в 2009 году стараниями и усилиями проректора по научной работе Карачаево-Черкесского государственного университета Пазова Сергея Умаровича издание 1 тома был включен в план республиканского книжного издательства Карачаево-Черкесии. И в том же году, в 2009, 1 том увидел свет. 2 том удалось издать через 3 года, в 2012 году. И через 2 года, благодаря спонсорской помощи Международного абхазо-абазинского объединения «Алашара», был издан 3 том. Таким образом, уже творческое наследие, поэтическое творческое наследие полностью и избранные публицистические произведения Керима Леонидовича Махце, они дошли уже до абазинского читателя. Хочу отметить и следующий факт. 30 июня 2005 года в Адыгейском государственном университете Айшат Мухамедовна Тхайцухова защитила кандидатскую диссертацию по творчеству Керима Махце. 5 мая того же 2009 года, давайте я напомню, что это был год 60-летия Керима Махце. Так вот, 5 мая 2009 года в Доме культуры Абазинского района в ауле Эльбурган прошел юбилейный торжественный вечер, посвященный Кериму Махце. Через 3 года, в 2012 году, такой же вечер памяти поэта состоялся в его родном ауле Новокувинске. А за 3 дня до этого по инициативе Шаевой Джамили прошли районные чтения, посвященные, опять же,
памяти Керима Мхце. Хочу выделить и следующий момент. Благодаря Международному абазино-абхазскому объединению Алашара был задуман и осуществлен переводческий проект по переводу избранных произведений Керима Мхце на русский язык. И вот в 2018 году этот проект был завершен, и перевод стихотворений Керима Мхце на русский язык, выполненный известным московским поэтом Андреем Галамагой, увидел свет. Книга имела символическое название «Возвращаюсь». Основная цель данной книги заключалась в популяризации творчества абазинского поэта, в желании донести его творчество до русскоязычного населения. И в какой-то степени это удалось. И в данном случае хочу выделить роль переводчика Андрея Галамаги вот в популяризации творчества и имени Керима Мхце. Так, уже 26 декабря 2018 года на заседании литературного клуба «Соты» при редакции журнала «Москва» была проведена первая презентация данной книги. Затем, 13 февраля 2019 года, на заседании Союза переводчиков в Словацком институте в Москве состоялось другое представление данной книги. И в этом случае презентацию провел тот же Андрей Галамага. Далее, в октябре 2019 года в Центральном доме литератора в Москве состоялся вечер национальных литератур, на котором Андрей Галамага снова представил книгу Мхце «Возвращаюсь» и прочитал несколько его стихотворений, выполненных в собственном переводе. И по словам переводчика, аудитория лучше всего восприняла и больше всего аплодировала именно стихотворением Керима Мхце. Далее, давайте отметим и такое явление. 23 ноября 2021 года Совет по национальным литературам Союза писателей России подвел итоги второго конкурса художественного перевода под названием «Услышь, Россия, наши голоса». Так вот, в номинации «Перевод поэзии» гран-при был присужден Андрею Галамаге за перевод книги стихотворений абазинского поэта Керима Мхце. После того, фактически через год, 15 октября 2022 года, в Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов уже 13-го Международного славянского литературного форума. Статуэткой «Золотой Витязь-2022» снова был награжден Андрей Галамага. Давайте рассмотрим. Да, здесь вот важно отметить, что имя абазинского поэта прозвучало на таких высоких литературных форумах. И далее мне хотелось бы отметить другой ракурс популяризации творчества абазинского поэта. В 2009 году в немецком журнале «Георгика», издается в Германии на немецком языке, мной была осуществлена публикация статьи по творчеству Керима Мхце. Это была первая зарубежная публикация о Кериме. В апреле 2017 года во Всемирном электронном литературном словаре Киндлера, тоже осуществляется в Германии, были помещены биографические данные о Кериме Мхце и развернутая аннотация лучшего его сборника «В миг полулета полуосени». Далее, в 2018 году в журнале «Веси», журнал издается в Екатеринбурге, вслед за другой моей статьей о Кериме Мхце, которая была помещена на страницах этого журнала, 13 стихотворений Керима Мхце появились в этом журнале. В мае 2019 года в научно-художественном журнале «Переводчик», это уже город Чита, было опубликовано 5 стихотворений Керима Мхце. В марте 2021 года уже в крымском журнале «Белая скала» Андрей Галамага поместил
8 стихотворений Керима Мхце. Причем в этой публикации подборке стихотворений Керима Мхце предшествовала фотография и биографические данные как об абазинском поэте, так и о его переводчике. Давайте выделим и тот факт, что в апреле 2019 года газета «Книжный мир» издается в Узбекистане на узбекском языке, было помещено 8 стихотворений Керима Мхце в переводе уже на узбекский язык. Когда однажды я поблагодарил Андрея Галамагу за то, что он способствует распространению творчества Керима Мхце среди русскоязычного населения, он мне сказал следующее. «Меня благодарят абазины, а мне хочется сказать спасибо вам, что подарили мне такую фантастическую возможность быть причастным к поэзии Керима». Спасибо переводчику за такие добрые слова. И по этому поводу мне хотелось бы сейчас процитировать публикацию на сайте объединения Алашара. Вот что говорилось. Переводческий проект по изданию первого и пока единственного переводного сборника стихов Керима на русском языке «Возвращаюсь» постепенно достигает своей цели – сделать творчество нашего лучшего поэта достоянием широкой российской и мировой литературной общественности. В немалой степени этому способствует Андрей Галамага, который после издания книги активно продвигает поэзию Мхце, выступая с его стихами на различных творческих площадках. Но, касаясь вот той темы, которую мы обозначили в самом начале, отметим, что 24 сентября 2018 года указом президента Республики Абхазия Керим Леонидович был награжден медалью за победу, за освещение хода боевых действий в Абхазо-Грузинской войне в 1992-1993 годах. 2019 год был юбилейным, очередным юбилейным годом для Керима Леонидовича. Ему должно было исполниться 70 лет. В связи с этим этот год был насыщен различными событиями, и мне хотелось бы остановиться на некоторых из них. В первую очередь, со 2 февраля по 24 апреля, напоминаю, 2019 года, председателем национально-культурной автономии Абазин Ставропольского края Армидой Чаговой был организован флешмоб поэзии Керима Мхце. И в нем приняло участие более 140 человек. Хочу выделить здесь видеоролик с чтением стихотворения Керима студенткой Черкесского педучилища Пшмаховой Лианой просмотрели 2250 человек. А количество общего просмотра всех видеороликов с чтением стихотворения Керима Мхце достигло более 150 тысяч. Пожалуйста, соотнесите вот общее количество абазин, 43 тысячи человек, и количество вот этих просмотров, 150 тысяч. Мне представляется, что эта акция была самая массовая и самая результативная по пропаганде и популяризации творчества Керима Леонидовича Мхце. И именно эта акция подтвердила, что звание «Народный поэт», который был присужден Кериму Леонидовичу, он был не случайным, а вполне заслуженным. 24 апреля того же 2019 года в конференц-зале Ставропольской краевой библиотеки имени Михаила Юрьевича Лермонтова прошел юбилейный вечер, посвященный 70-летию Керима Мхце. На это мероприятие были приглашены не только ставропольские абазины, но гости из Карачаево-Черкесии, родные, близкие поэта. Был приглашен и поэт-переводчик Андрей Галамага из Москвы. 8 мая на сцене районного дома культуры в
в ауле Инжичукун был представлен спектакль «Вы не узнаете, кем я был на самом деле». И исполнителем главной роли, сценаристом, режиссером и постановщиком этого спектакля явился горячий поклонник Керима Леонидовича Амир Бейджев. В тот же день, 8 мая 2019 года, постановлением главы Ободзинского района, районной библиотеки Ободзинского района, который расположен в ауле Псыж и в котором мы сейчас находимся, было присвоено звание народного поэта Карачаево-Черкесии Керима Леонидовича Мхце. Хочу отметить и некоторые другие факты. 24 февраля 2022 года на вебинаре «Книга в диалоге культур и литератур», проводимом Краснодарской краевой юношеской библиотекой, мною было озвучено получасовое выступление об истории ободзинской литературы и лучшем ее представителе Кериме Мхце. 27 сентября того же 2022 года, но уже на платформе Центра образования «Альфа-Диалог», это уже в Санкт-Петербурге, мной был проведен другой 20-минутный вебинар по поэзии Керима Мхце. В прошлом году, 15 мая 2024 года, в Черкесске, в здании Республиканской филармонии, состоялась научно-практическая конференция, посвященная 75-летию Керима Леонидовича под названием «Я твердо знаю, для чего дано мне жить». В тот же день повторно был представлен зрителю спектакль Амира Биджева «Вы не узнаете, кем я был на самом деле». Так и сегодня продолжает жить с нами имя и поэзия ободзинского поэта Керима Леонидовича Мхце. Спасибо за внимание.